Двухдневные командно-штабные учения по гражданской обороне, которые проходили в эти дни в республике, завершены. В течение среды и сегодняшнего дня все экстренные службы находились в состоянии боевой готовности. По всей территории республики проходили различные учения и тренировки на стратегически важных объектах. Об одном из них расскажет Виталий Абрамов. Согласно водной, взрыв на расходном складе водоканала произошел в 11 утра по местному времени. Начался пожар и аварийный выброс хлора. На место происшествия незамедлительно подтягиваются силы территориальной подсистемы РСЧС. Начинается разведка места происшествия и забор проб воздуха. Параллельно идет эвакуация персонала и пострадавших. Выброс хлора перетек в воздушные облака и начал распространяться по направлению ветра за пределы склада в сторону жилых кварталов. Чтобы этого не допустить, пожарные выставляют водяную завесу. Тем временем начавшийся пожар на месте происшествия ликвидирован, и аварийно-восстановительная группа приступает к утилизации отходов. Сообщается, что дальнейшего распространения хлора не допущено. Вывоз контейнера на отработанные хлора на бытовые полигоны бытовых отходов. За ходом учений внимательно наблюдает комиссия КЧС, куда поступает информация о ходе КШУ со всей республики. Детально проанализировав все действия экстренных служб в условиях КЧС, комиссия пришла к оценке удовлетворительно. Хочу заверить и подытожить ликвидацию условно-чрезвычайных ситуаций у нас произошла согласно всех запланированных мероприятий, согласно планов ликвидации чрезвычайной ситуации за оперативно короткое время. Было задействовано более 2000 человек и десятки единиц техники во всех 34 районах Якутии. Таким образом, крупномасштабные двухдневные учения РСЧС завершены. И в 18:00 по местному времени был дан отбой тренировки. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.